театра. Виртуально озвученная книжная выставка к Году театра в Российской Федерации. Весь мир – театр, мы все актеры поневоле, всесильная судьба распределяет роли, и небеса следят за нашу игрой. Пьер де Ронсар. В соответствии с указом президента Владимира Путина 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра. Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных традиций и достижений, доступностью лучших образцов театрального искусства для жителей разных городов, совершенствованием организации театрального дела и привлечением внимания к вопросам театрального образования. Уважаемые читатели, к этой знаменательной дате Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых подготовила виртуальную озвученную книжную выставку «Магия театра», состоящую из 2 разделов. Первый раздел «Весь мир – театр», второй раздел «Театральный Башкортостан». Выставку открывает указ президента Российской Федерации и эмблема года. В первом разделе выставки «Весь мир – театр» представлена книга известного ученого и писателя Владимира Михайловича Соловьева «Русская культура с древнейших времен до наших дней», которая дает редкую возможность войти в целостный мир русской культуры от древности до конца XX века, познакомиться с памятниками фольклора, литературы, зодчества, произведениями изобразительного искусства, примечательными страницами истории театра и кино. Разнообразный иллюстративный материал позволяет получить наглядное представление о любом из упомянутых в тексте шедевров. Книга Виталия Вульфа и Серафимы Чеботарь «Женское лицо России. Театр, кино, балет» рассказывает о великих актрисах, которые отдали свою жизнь сцене и своим творчеством навсегда изменили людей вокруг себя, таких как Ольга Книппер-Чехова и Лидия Михайловна Коренева, служившие еще в дореволюционном художественном театре, Ангелина Степанова, пришедшая в Амхат в начале 20-х годов, гениальные Мария Бабанова и Фаина Раневская, некоторое время работавшие в одной труппе Московского театра драмы, ныне именуемого Театром Маяковского. Они блистали на сцене, они определили лицо своей страны и своей эпохи. Вторая часть книги посвящена звездам экрана Любови Орловой, Марине Ладыниной, Валентине Серовой, Людмиле Целиковской, Алле Ларионовой и другим актрисам, которыми нельзя не восхищаться. Верность собственному призванию, внутреннее достоинство, редкая красота, выдающиеся таланты, их нельзя не любить. Они гордость и слава России. На нашей выставке в спецформатах представлены произведения великих русских классиков, которые уже много лет не сходят со сцен театров. Это Евгений Онегин Александра Сергеевича Пушкина в 2 брайлевских книгах, «Бедность не порок» Александра Николаевича Островского в 1 брайлевской книге. Укрупненным шрифтом представлены книги «Первая любовь», «Отцы и дети» Ивана Сергеевича Тургенева, драмы Александра Николаевича Островского «Гроза», «Бесприданница», «Бедность не порок» и «Свои люди сочтемся». На дисках представлены аудиоспектакли из архива Гостелерадиофонда «Преступление и наказание», «Бабуленька» по роману «Игрок» Федора Михайловича Достоевского, «Горе от ума» Александра Грибоедова, «Перстень» Евгения Баратынского и одно из самых известных произведений Виктора Астафьева «Звездопад». Особое место на нашей выставке занимает драматургия Антона Павловича Чехова, которая положила начало новому направлению в отечественной и мировой литературе. Его пьесы до сих пор собирают полные залы, вызывают горячие споры и волнующие мысли, возбуждают глубокие размышления о жизни и назначении человека на земле. В брайлевском варианте представлена пьеса «Три сестры». Плоскопечатным шрифтом книга пьесы, куда вошли шедевры драматургии «Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня»
и «Вишневый сад». На дисках представлены сценки по рассказам Чехова в исполнении самодеятельных актеров театра книги «Балаганчик», «Неудача», «Длинный язык» и «Перед свадьбой». Эти сценки были сыграны и записаны в 2018 году в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых. В рамках программы акции «Уфимские библиосумерки-2016», которая была посвящена Году кино, силами активных читателей библиотеки был снят фильм по сатирической сказке Леонида Филатова «Сказ про Федота Стрельца, удалого молодца». Этот фильм-спектакль был первой работой театра книги «Балаганчик», созданного при библиотеке в 2017 году по обоюдному решению читателей и руководства библиотеки. Второй раздел выставки «Театральный Башкортостан» открывается антологией башкирской драматургии в 2 томах, которая издана на башкирском языке в издательстве «Китап» в 1984 году. Первый том открывается вступительным словом Мидхата Гайнуллина и Ильдуса Буликова «Лестница роста башкирской драматургии». Затем по хронологии идут спектакли классиков башкирской драматургии: трагедия Мажита Гафури «Черноликие», трагедия Мирхайдара Файзи «Галиябану», комедия Сагита Мифтахова «Зимогоры», пьеса Баязита Бекбая «Кахем Туря» и другие. Второй том антологии содержит спектакли, которые уже много лет не покидают сцены театров республики. Это пьесы Мустая Карима «Салават», Назара Наджми «Весенняя песня», Ибрагима Абдуллина «Сваты», Рафаэля Сафина «Янбека» и другие. В учебнике культуры Башкортостана, который представлен на нашей выставке, материал расположен крупными блоками: башкирский эпос, просвещение, печать, живопись, музыкальная литература, театр, образование, физическая культура и спорт. Раздел «Современное театральное искусство» расскажет о Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури, о Республиканском русском драматическом театре, о драматических театрах Башкортостана и татарских театрах республики. Хрестоматия для 9-11 классов под редакцией доктора филологических наук Фирдаус Гельмиддиновны Хисамиддиновой «История культуры Башкортостана» является пособием для изучения введенного в школах республики курса «История, литература и культура Башкортостана» и предназначена учащимся, студентам, учителям и широкому кругу читателей, интересующимся историей и культурой Башкортостана. В разделе «По театрам республики» вы сможете найти краткую информацию о театрах республики. Учебное пособие Марьям Буракаевой, Ильгизара Буракаева и Миндибая Юлмухаметова «Уроки жизни. Башкирская культура» имеет огромную ценность для людей, изучающих историю башкирской культуры. Здесь найдете сведения о первых театрах, об основоположниках первых театров республики, о первых актерах, режиссерах, драматургах, их биографии, вклад каждого в культуру республики. Отдельный раздел посвящен актерам, окончивших ГИТИС, современному состоянию театров и современным артистам. Есть короткие сведения о театрах Уфы, Стерлитамака, Салавата, Сибая. Эта книга издана по Брайлю библиотекой для слепых в 2009 году на башкирском языке в одной книге и в 2013 году на русском языке в 2 брайлевских книгах. На нашей выставке представлены 2 пособия из серии «Башкортостан на кончиках пальцев» с рельефно-графическими рисунками, которые библиотека для слепых издает с 2011 года. Пособие «Актеры башкирского кино» была издана в 2016 году к 25-летнему юбилею Башкирской киностудии. В книгу вошли сведения об артистах, которые сыграли в башкирском кино, но мы их знаем прежде всего как талантливых артистов театров и, конечно, любим их персонажей. Это Арслан Мубаряков, Ильшат Юмагулов, Гюлли Мубарякова, Фидан Гафаров,
и многие другие. Второе пособие из этой серии «Родники вдохновения» было издано библиотекой в 2012 году и посвящено разноцветию культур народов, проживающих в Республике Башкортостан. Здесь даны справочные сведения о культурных центрах разных национальностей и театрах республики. В рельефном изображении представлены горельефы театров русского, башкирского, татарского. На одном диске представлена пьеса-сказка Наиля Гаитбаева «Храбрый петух» с музыкальным сопровождением, которая была записана в студии звукозаписи библиотеки. Это инсценировка детей Уфимской специальной коррекционной общеобразовательной школы-интернат номер 28. Время записи 29 минут 20 секунд. Башкирский драматический театр имени Мажита Гафури поставил спектакль по роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Этот роман получил премии «Большая книга», «Книга года», «Ясная поляна» и был переведен на 30 языков. Сама Гузель Яхина высоко оценила спектакль Башдрамтеатра «Зулейха открывает глаза», поставленный режиссером Айратом Абушахмановым. После просмотра постановки, ради которой она специально прилетела в Уфу на один день, автор бестселлера впервые в жизни вышла на финальные поклоны и вместе с актерами кланялась залу, который аплодировал стоя. Этот роман представлен на нашей выставке в обычном варианте и по Брайлю в 6 брайлевских книгах. Книга Айгиза Баймухаметова «Не оставляй мама» была в числе победителей 8-го республиканского конкурса «Лучшая башкирская книга года Республики Башкортостан». Сама повесть переведена на русский, татарский и чувашский языки. Автор в 2015 году удостоен Государственной республиканской молодежной премии имени Шайзады Бабича. В Башкирском государственном академическом театре имени Мажита Гафури также был поставлен спектакль по мотивам нашумевшей повести. Сценическая версия произведения Айгизы Баймухаметова называется «Навстречу мечте». Как отметили в театре, жанр определен режиссером-постановщиком Ильсуром Казакбаевым как негероическая повесть. В спектакле использованы песни собственного сочинения актера Артура Кабирова. 7 артистов театра – Артур Кабиров, Урал Аминов, Ринат Баймурзин, Фанис Рахметов, Мурат Рафиков, Айдар Шамсуддинов и Алмаз Юсупов – расскажут истории детдомовских детей. По словам Ильсура Казакбаева, его зацепила новизна темы и, как это ни парадоксально, наша привычность к ней. Мы не замечаем темы сиротства, нас не волнуют ее ужасы. Мы больше озабочены вопросом подорожания бензина. Статистика детдомов ужасает: 10% самоубийства, 40% алкоголизм, 40% тюрьма. И лишь 10% выживает и приспосабливается к жизни, капля в море. «Я и есть прототип главного героя», признался автор повести Айгиз Баймухаметов. «Мои родители умерли, поэтому я попал в детский дом и провел там 7 лет. Но 90% детей находились в детском доме при живых родителей. Семья и детский дом – совершенно разные вещи. Боль сиротства не утихает ни на минуту. Поэтому и такое название повести «Не оставляй мамы». Это как призыв автора обществу. Вот уже много лет с большим успехом у уфимских зрителей проходит спектакль Хамдии и Сулеймана Латиповых. Мы представляем сборник пьес «Завидуй, Америка, завидуй», где на башкирском языке вы найдете 6 пьес этих авторов: «Похищение мадемуазель», «Порча и любовь», «Любовный фонтан», «Завидуй, Америка, завидуй» и другие. Книга народного поэта Башкортостана Мустая Карима «Страна Айгуль» на башкирском языке содержит 7 пьес, которые уже много лет не сходят со сцен башкирских театров: «Одинокая береза», «Похищение девушки», «Неспетая песня», «В ночь лунного затмения», «Страна Айгуль», «Салават», «Не бросай огонь, Прометей» и другие. В книгу пьесы драматурга Флорида Балякова вошли известные всей России пьесы «Сак-сук»,
Шеймуратов генерал, Бибинур ах Бибинур, Герань и другие. Книга увидела свет в издательстве «Китаб» в 2008 году на башкирском языке и посвящена 60-летнему юбилею писателя. Книга известного драматурга, заслуженного артиста Российской Федерации и Республики Башкортостан Ильшата Юмагулова «Драмы» напечатана в издательстве «Китаб» в 2007 году на башкирском языке. В книгу вошли самые известные трагедии и комедии драматурга «Наркас», «Сесены», «Пустая колыбель» и другие. Библиографический указатель, изданный по Брайлю в 2011 году и озвученный в 2013 году «Незрячие деятели культуры и искусства», подготовлен Башкирской республиканской специальной библиотекой для слепых совместно с Домом культуры Республиканского центра народного творчества. В указателе представлены сведения о 19 незрячих деятелях культуры и искусства. Дана и краткая биографическая справка, их фото, список публикаций и литературы о них в хронологическом порядке. При составлении указателя использованы фонды и справочный аппарат библиотеки, материалы Дома культуры о незрячих деятелей, а также личные архивы незрячих деятелей. Один из разделов посвящен Народному театру «Глаза души», где играют инвалиды по зрению. Уважаемые читатели, мы представили вашему вниманию виртуально озвученную книжную выставку «Магия театра» из фондов Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых. Приглашаем вас за книгами в нашу библиотеку по адресу: город Уфа, улица Кирова, дом 47. Спасибо за внимание.